Кто чем смог. Благодаря содействию неравнодушных жителей Ингушетии удалось помочь многодетной семье Хадзиевых. Накануне у них сгорел дом. ЕГЭ по истории, английскому, обществознанию и географии сегодня сдавали в российских школах. Расскажем также о 100-бальниках. Исторически важное событие. 2020 как символ единения Ингушетии с Россией. С тех пор прошло 250 лет. Здравствуйте, это новости 24. Погорельцам Хадзиевым будет оказана помощь в строительстве нового дома. Напомню, пожар произошел в селе Южное 4 дня назад. В доме были дети, всех удалось спасти, обошлось без жертв, но с потерей имущества. Организацию по сбору средств взяли на себя благотворительные фонды «Афия» и «Мубарак» при поддержке местной администрации. Идрис Ижиев с подробностями. Вот так, буквально за 5 минут семья Хадзиевых осталась без крова. Все произошло 21 июля, днем, когда обычно все разъезжаются по делам, на работу, учебу. У супругов Хадзиевых 7 детей. На момент возгорания в доме находились 3, младший из которых всего год. А мать семейства Фатима в это время мыла посуду. Рассказывает, что едва успела вывести их из помещения. Я слышу какие-то звуки, какие-то странные. Я когда зашла в комнату, в спальню, где мальчик лежал, там уже пожар был. Уже сильный был он уже. Я быстро взяла мальчика, вышла на улицу, вывела в другую комнату детей. И во дворе я там и стояла со своими детьми, смотрела на этот пожар. Дом Хадзиевых находился на пустыре, примерно в 150 метрах от дороги. За день до пожара загорелся сухостой вокруг дома. Такое явление не редкость в этих местах, делится Фатима. По словам пожарных, да и самих жильцов, это и стало причиной возгорания, ведь газ не подведен, да и спичек в доме не было. 20 числа произошел пожар на поле. Мы поле потушили. Потом думали, все уже. Утром, днем 21-го, днем загорелся наш дом. Сначала там тряпки были. Сначала тряпки сгорели. Я потом, потушили, мы все это потушили. Я зашла домой, детей уложила. В семье Хадзиевых работает только глава семейства, поэтому средств едва хватает на еду и товары первой необходимости. Построить новое жилье – задача непосильная. Сами супруги ничего никогда не просили, сами старались выходить из жизненных трудностей. Сейчас им поддержка была просто необходима. Представители благотворительных фондов «Афия» и «Мубарак» разместили новость о несчастном случае в социальных сетях и объявили сбор. Понимая всю серьезность ситуации, неравнодушные жители республики не остались в стороне. В течение суток была собрана та сумма, которая была поставлена. Алхамдулиллах. Сумма собрана. И в дальнейшем воскресенье, завтра, получается, начнем стройку. Я думаю, в течение месяцев 3 дом будет построен. Готовность поддержать погорельцев выразили администрация и местные предприниматели. В данный момент мы совместно работаем для начала строительства жилья семьи Хадзиевых. Также ребята, предприниматели, как занимаются, обещали обеспечить этим бетоном, блоками, всем лесом, который необходим здесь, кровлей. Ежегодно благотворительные фонды нашей республики помогают сотням людей, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации. Как правило, поддерживают в первую очередь сирот и многодетные семьи. К примеру, фонд «Афия» помимо Хадзиевых курирует еще 34 дома по всей республике. Благодаря социальным сетям и бесконтактным платежам организовывать сборы стало в разы легче и быстрее. Как признается глава фонда «Афия» Юсуп Куртоев, чтобы помочь людям, не обязательно иметь много денег, ведь содействие бывает разным. Любая помощь, не обязательно денежное, строительство, доски, блок, без разницы, деньгами, даже если 100 рублей, 50 рублей, это в любом случае помощь накапливается. Если не будет помеха, то, я думаю, дальше идти.
Благодаря неравнодушным жителям нашей республики, люди, которые уже отчаялись, получают новую надежду на лучшую жизнь. Помочь может каждый, для этого нужно всего лишь желание, ведь найти страницы благотворительных фондов несложно, а пожертвования принимаются круглосуточно. Идрис Ижиев, Магомед Шаухалов, Новости 24. Власти страны планируют в скором времени отменить карантин для прибывающих вывозными рейсами из-за границы. Эпидситуация с распространением коронавируса позволит отменить установленную норму уже в ближайшее время. Гражданам не придется соблюдать обязательную двухнедельную изоляцию. Напомним, что с 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. До сих пор остается актуальной проблема отсутствия водоснабжения в некоторых населенных пунктах республики. Причин много. К примеру, на Кантышевском водозаборе сейчас вовсю ремонтируют скважинные насосы, демонтируют трубы. На водонасосной станции в Гамурзиеве насосы заменили, но теперь необходима постоянная профилактика. В общем, подробно во всем этом разбирался наш корреспондент. Установка глубинного насоса – дело тонкое, поэтому ремонтная бригада водозаборной станции Кантышева подетально разбирает сначала электрику, потом и медные подсоединения. 100-килограммовое водооткачивающее оборудование сейчас находится в исправном состоянии, но еще пару дней назад специалистам пришлось демонтировать его и вывести в Сунжинскую лабораторию. Там в мастерской насос уже проверили и одобрили к установке. Вот этот насос в час выдает 40 кубов. Сейчас идет сборка, монтаж. Сейчас подключение электрической части идет. Потом после этого мы ее заново испытаем на своем этом. Насос одевается на трубы и штучно трубы опускаем вниз в скважину. Глубина где-то в этом скважине 120-130. Глубинные скважины или на языке специалистов насосы первого подъема очень важны в системе водоснабжения и при этом капризны. Плюс ветхость оборудования и подсоединенных к ним труб зачастую доставляют немалые проблемы как самим специалистам, так и в конечном итоге простым жителям. Всего таких скважинных участков здесь на территории Кантышевского водозабора расположено 40 штук, в исправном состоянии из которых находится только 30. Уже очевидно, что для нормальной водоподачи мощности 3 десятков насосов недостаточно. К примеру, на Малгобекский район поступает лишь 1100 кубометров воды в час, что видно на датчиках контроля в Центре управления насосным оборудованием. Все выходы, контроли за насосами, пересечение фазы какая показывает у нас в тех датчиках. Вот вся нагрузка насосов какая идет. Вот наша операторная насоса. Отключение света блокируется, отключение блок питания отключается автоматически. Аварии, да, вообще? Да, аварии. Наша съемочная группа с самого начала, освещая проблемы и всевозможные причины плохого водоснабжения, неоднократно разбиралась с местными специалистами и в вариантах их устранения. Только время идет, а заметных сдвигов в лучшую сторону почти не наблюдается. Неоднократные жалобы от жителей сел Инарки, Акиюрт, Сагапши тому подтверждение. Директор ГУП «Ингуш-регион водоканала» Абукар Костоев в свою очередь называет, по его мнению, главную причину нестабильной водоподачи в Малгобекском районе. В Сагапши вообще общем 700 кубов воды нужно. В Сагапши 80% населения Сагапши, вот эта сама магистральная труба, она 500 идет, она проходит через Сагапши. 80% населения сельского поселения Сагапши сидят на этой трубе. 90% сельского поселения верхние очилки, сельское поселение средние очилки, сельское поселение нижние очилки сидят на нашей магистральной трубе. Что касается жалоб на плохое водоснабжение, то здесь геолокация обширна и не ограничивается одним вышеупомянутым районом. Жители селений Плиева, Барсуки и Гази-Юрт, несмотря на замену старых и установку новых насосов на водозаборной станции в Гамурзиево, не могут похвастаться нормальным напором из-под крана. Тем не менее, как заверил Абукар, ситуация там намного лучше, чем несколько недель назад. В населенных пунктах Назаровского района, Артиево, Гамурзиево, Барсуки, Гази-Юрт, Плиево, вода есть. И единственное, что где нет, вот на периферии,
вот район новостроек, где люди сами проложили водопроводы. Они же, сети являются муниципальные, без каких-либо тех условий, то как хотели, так и прокладывали. Но когда прокладывали, они должны были учитывать пропускную способность этой трубы, которая... А это сама водонасосная станция в Гамурзиево. Здесь полным ходом идут профилактические работы из-за постоянной вибрации двигателей. Насосное оборудование постоянно нуждается в регулировке задвижек и смазке деталей. Шум насосов, от которого просто закладывает уши, кажется привычное дело для ремонтников. Объект, введенный в эксплуатацию в 1957 году, знаком с современными технологиями. Только благодаря недавно установленному насосу нужно отметить, что здесь с момента визита главы региона Махмута Али Калиматова водопоток увеличился на 300 тонн воды в час. Также облагорожена территория и самой водонасосной станции. В данное время работает насосная станция данная, да? Это насосная станция 1957 года строительства. Проводим профилактические, технические по регламенту обслуживания проводим. При полной реконструкции этой станции водоподача в населенные пункты увеличится на 100% даже в самые жаркие дни года. Вместе с тем нельзя не согласиться со специалистами Ингуш-Регион-Водоканала с тем, что это комплексная работа. Ветхие насосы, станции, распределительные сети, которые то и дело не выдерживают напора воды и лопаются. В общем, работа предстоит огромная, но главное, вполне осуществимая. Уже к 2023 году планируется провести модернизацию всей системы водоснабжения региона. Хава Газикова, Адам Мережков, Магомед Белакиев, Хамзат Халухоев. Новости 24. По всей стране продолжаются интеллектуальные испытания для выпускников 11 классов. Резервные дни основного периода. В 6-й школе проходил ЕГЭ по истории, английскому, обществознанию и географии. На экзамены было заявлено более 130 человек. Есть и те, кто уже может похвастаться успехами. Появились первые 100-бальники. Тамара Хашагульгова об этом. Если в основной период сдающих было более 2000, то в резерв на порядок меньше. Самый популярный предмет на выбор – обществознание. На 406-м пункте его сдают около 120 человек. Элиза Зурабова в их числе. Девушка решила стать психологом. В основной день сдать экзамен не получилось, совпали предметы. Зато времени на подготовку было больше, отшучивается Элиза. Тем более, что тестирование не из простых. 20 заданий с кратким ответом и 9 с развернутым. На все про все 235 минут. Готовилась я полгода в школу ходила, потом к репетиторам из-за ситуации с вирусом, которая произошла. Я готовилась дома, учителя мне тоже помогали. Занимались мы онлайн в течение 3 месяцев. Общество не самый сложный предмет, из которых можно сдать. Вопросы тоже не трудные. Главное — это хорошо написать сочинение и дальше пойти, дальше само пойдет. Проверить свои знания в резервные дни решили более 600 человек по всей республике. Это те, кто по разным причинам не смог уложиться в основной период. И всех их объединяет волнение и желание сдать ЕГЭ на отлично. Сдаю обществознание, так как я химию сдавал в один день, у меня и тот экзамен, и это на резервные дни обществознания. Хоть и резерв, но контроль за безопасностью никто не отменяет. Нарушения фиксируются, а виновные мгновенно удаляются с единого государственного экзамена. Процедура сдачи в резервный день ничем не отличается от основного дня сдачи. Объективность проведения соблюдается, все меры приняты такие же, как и в основной день. На предыдущих экзаменах нарушения есть. Вчера у нас было одно нарушение, одно удаление. У ребенка было средство связи, оно было обнаружено. У нас много федеральных наблюдателей, есть наблюдатели ситуационного центра, есть наблюдатели, члены государственной экзаменационной комиссии, организаторы следят за объективностью процедуры проведения. Пока одни еще проверяют свои знания, многие уже, можно сказать, пожинают плоды своих усилий. Максимальный балл смогли заработать порядка 6 человек. София Мальсагова и Хадижа Султыгова в их числе. Настоящая гордость второй Назрановской школы. Еще бы, ведь не каждый год выпускники радуют своих педагогов максимальными баллами по литературе и русскому языку. Секрет успеха прост, признаются девушки. Дисциплина и должная подготовка. Вот и все, что нужно, чтобы сдать ЕГЭ на все 100. Секрет успеха заключается в том, чтобы готовиться и еще раз готовиться. Акцент я, конечно же, делала на сочинение, потому что там 5 сочинений. Готовилась, наверное, в неделю раза 3. У меня каждый день был посвящен какому-либо предмету. Поступить я хочу на филологический факультет английского языка у нас.
Хоть девушки и трудились усердно все 11 школьных лет, результат все равно сильно удивил. Выпускницы уверены, не последнюю роль сыграло и простое везение, ведь готовились они всем классам одинаково. Я учила теории, правила, потом решала большое количество заданий, закрепляла свои знания, решала варианты каждый день. Таким образом, мои знания улучшались. Я планирую поступить на стоматологический факультет. Пока что мы подали документы в Москву, посмотрим, что из этого выйдет. Если пройду по баллам, то буду там учиться. Результаты сегодняшних экзаменов ребята узнают совсем скоро, а значит, количество стопальников этого года в республике может стать куда больше 6. Тамара Хашагульгова, Адам Далаков, Новости 24. Весь 2020 год проходит под эгидой празднования 250-летия единения с Россией. Подписание исторически важного и судьбоносного документа представителями ингушских тейпов произошло в 1770 году вблизи селения Ангушт на склоне Согласия. За 2,5 века произошло много исторических событий, но наш народ проявил твердость и ни разу не нарушил клятву верности. Репортаж Хавы Султыговой. Начиная с XVIII века судьба ингушей тесно переплетается с историей российского государства. Но историки отмечают связи древней Ингушетии и Руси еще задолго до заключения исторического соглашения. Особенно они стали налаживаться еще при Иване Грозном, потому что он фактически разгромил остатки Золотой Орды, и при нем уже вышли на северо-восточный Кавказ, к реке Терек. При Екатерине II Россия стала более активную политику проводить на Северном Кавказе. Именно при ней фактически этот акт о подданстве ингушей был подписан в ее правлении. Кавказ, он был очень важен. В военно-стратегическом отношении она очень важна для многих государств, которые граничат. Ну и, конечно, климатические условия очень хорошие. Ингуши неоднократно заявляли желание официально закрепить вступление в состав России. И произошло это в марте, в 1770 году, близ населенного пункта Ангушт, при участии авторитетного представительства из 24 старшин ингушского народа. Здесь, в присутствии академика Иоганна Гюльденштедта и при большом стечении народа, сам Иоганн Гюльденштедт свидетельствует, что там было свыше 800 человек, эти старшины ингушские от всего ингушского народа принесли присягу на верность России. Устраивали джигитовку, скачки, танцы. Этим объясняется, что, в принципе, весь народ был за то, чтобы принять российское подданство. На протяжении последующих веков ингуши принимали активное участие в судьбе российского государства. В ходе войн зарождалось и крепло военное сотрудничество русской императорской армии с нашим народом. И яркий пример – Дикая дивизия. Около 3500 ее всадников были удостоены боевых орденов и медалей. Лучшие сыны народа стояли на защите своей большой родины. Многие из них пали смертью храбрых на полях сражений. Герои Великой Отечественной войны. Их тысячи. Мурат Аздоев, Рашидбек Ахриев, Ширвани Костоев, Асия Тутаева, последний защитник Брестской крепости Уматгирей Барханоев. Крупные войны были России, ингушская сторона участвовала. Получили многие медали, получили много царских генералов, было офицеров, было и в русско-турецкой войне, и потом в Первой мировой, и в русско-японской войне. То есть везде, где России была необходима помощь, Ингушетия и вообще ингуши старались поддержать ее. За эти годы народ пережил разные этапы истории. Слава в сражениях, лишение в депортации, восстановление государственности. Речь идет о референдуме 1991 года. Подавляющее большинство, 94%, проголосовало именно за нахождение республики в составе Российской Федерации. Другого не было. Я много изучал документов по этому референдуму, писал и убедился, увидел, что действительно это было тоже продуманное, единственное возможное верное решение. Об этом свидетельствует и тот факт, что благодаря помощи федерального центра и усердию нашего народа в регионе решаются острые социальные проблемы. Достойные предки оставили ингушам богатое наследие, имена героев, свою государственность, гимн, флаг и республику. И сохранить клятву, данную 250 лет назад, долг современников и будущих поколений. Хава Султыгова, Новости 24.
Центр поддержки экспорта Ингушетии провел круглый стол с предпринимателями республики, куда была приглашена директор филиала торговой площадки «Олбис» Анна Панас. Цель одна – обеспечить предпринимателям дополнительную возможность экспорта продукции за пределы региона. Развитие информационных технологий вывело онлайн-торговлю на современные актуальные площадки реализации товара. Дана Плиева с подробностями. Вот если у вас есть хоть один контакт человека, который что-то искал в интернете, этот человек становится вашим лидом. Лид – это контакты потенциального покупателя. Чем отличается интернет-пользователь от обычного? Как научиться заключать с ним выгодные международные контракты? Развитие информационных технологий вывело онлайн-торговлю на различные площадки. Одной из них стала и Олбис. Как ингушским предпринимателям получить больше выгоды от размещения товара на ней? Со слушателями делится Анна Панас, директор филиала торговой площадки. Торговая площадка – это своего рода онлайн-гипермаркет, в котором продавцы и поставщики из Ингушетии могут показывать свои товары и, показывая свои товары по всему миру, могут находить зарубежных покупателей, таким образом расширяя несырьевой экспорт Ингушетии. Предприятиям постоянно оказывается сервисная поддержка, и представители компаний знают, как пользоваться ресурсом, умеют пользоваться личным кабинетом, просто чтобы понять какие-то общие проблемы и решить какую-то общую проблематику, мы решили сегодня вместе собраться. На данный момент на торговой площадке размещено уже 25 предприятий, 22 из которых уже нашли покупателей за рубежом, из Украины, Казахстана и даже Камеруна. Найти клиента в лице российских компаний смогла и фирма «Строймаркет». Про площадку, делится Хаваш Боров, они узнали около 4 месяцев назад. Формат поиска покупателей для них пока нов, потому и намерен узнать на этом мастер-классе чуть подробнее о некоторых моментах. Непосредственно какие-то, наверное, моменты, как быстрее находить партнеров, как такие технические моменты, как после заключения каких-то соглашений способы и меры реализации нашей продукции. Но порой найти клиентов на торговой площадке бывает сложно. Экспортные контракты могут не заключаться по разным причинам, делится спикер. Логистика дорогая, которая удорожает сделку, и, соответственно, покупатель отказывается от сделки. С логистикой, как раз сегодня будем рассказывать, оптимизировать логистическую цепочку может помочь экспортный центр республики. Какие еще сложности бывают? Нету сотрудников англоговорящих, например, англоговорящих компаний. То есть вести переговоры с зарубежным клиентам сложно. Мастер-класс организован совместно с Центром поддержки экспорта Ингушетии. До этого он проводился в марте, где предприниматели учили, как разместить свой товар. В регионе центр существует только год, но уже успел помочь многим участникам мастер-класса выйти на новый рынок. Уже были 2 бизнес-миссии, одна в Болгарию. Также была бизнес-миссию в Корею, мы возили медовиков наших. Уже конкретно по медовикам у нас есть даже, возможно, будущий контракт. Сейчас все находится в стадии договоренности. Также по итогам размещения на торговой площадке тоже есть уже пару заявок по конкретным продуктам. И, возможно, в ближайшем будущем мы все-таки около 4-5 контрактов долгосрочных заключим. Благодаря введенным инвестиционным кампаниям производство республики растет в разных направлениях. Правда, оборот продукции редко выходит за рубеж. Но решить такую проблему можно, размещая свои товары на таких торговых площадках. Дана Плиева, Магомед Дидигов, Новости 24. Следите за новостями на канале Ингушетия и до встречи в эфире.